Основные работы проводятся в рамках национального проекта «Экология». В него входят 4 региональных проекта. Это сохранение лесов, чистая страна, сохранение уникальных водных объектов и комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами. Большая работа проделана и ведется по ликвидации объектов накопленного мусора, а именно несанкционированных свалок. Согласно указу президента, необходимо ликвидировать все свалки в границах городов, выявленные на 1 января 2018 года. У нас такие 4 свалки, они включены в федеральный проект «Чистая страна» национального проекта «Экология». Это свалки в городе Назрань, в Нестеровском сельском поселении и в городах Малгобек и Карабула. В Назране и Нестеровском мы уже в 2019 году ликвидировали 2 свалки с вывозом отходов на полигон действующие. В Малгобеке мы проводим работу по рекультивации земельного участка, занятого свалками. Здесь уже осуществляется без вывоза отходов. Сегодня все силы брошены на ликвидацию несанкционированной свалки в Малгобеке. Рекультивация проходит в рамках федерального проекта «Чистая страна». С годами более 18 гектаров здесь заполнили строительным мусором и бытовыми отходами. Местные жители долгое время просили решить вопрос. Неприятный запах и разлетающиеся по всей округе пакеты портят экологию. замик мухбелари тхаерик картализи холор колё кажи мусори тигмелю хама целый день уборки ешь холортхо ханц сдаях кыштен цахпаргат садахи шолжда олжа мухаджош холор не то что тун о ига улица что ты отъютер сдался долт сдаях дагде хачо. Ну а на очереди рекультивация свалки в Карабулаке, которая образовалась также из-за несанкционированного сброса строительного и бытового мусора. Здесь также в планах провести работы строго по правилам ликвидации мест скопленного мусора. Последняя свалка, которая у нас включена в федеральный проект «Чистая страна». Сейчас ведется разработка проектно-сметной документации по этой работе. Ну, рекультивировать мы до конца 2024 года ее сможем, эту свалку. Ну, в принципе, то, что у нас включено в федеральный проект «Чистая страна», будет выполнено. Далее у нас сейчас решается вопрос о введении нового федерального проекта «Генеральная уборка». И этот проект будет действовать до 2030 года. Мы надеемся, что в рамках этого проекта у нас получится остальные 13 свалок в сельских поселениях республики, их рекультивировать. Одно дело собирать мусор, и совсем другое его правильно сортировать. В регионе сегодня открыт единственный полигон для размещения отходов и один мусоросортировочный комплекс. Экологи сегодня работают над проектом строительства современного полигона. Мы сейчас решаем проблему над тем, чтобы построить новый полигон. У нас определился инвестор для этих целей. И сейчас ведем работу по разработке проектно-сметной документации, и дальнейшую работу по заключению соглашения с этим инвестором будет проведена. И к концу 2024 года надеемся, что у нас получится это сделать. У нас будет построен современный полигон с комплексами обработки и переработки отходов. Строить мы его собираемся в Малгобекском районе. Часть, скажем так, проблем, связанных с инфраструктурой в области обращения с отходами, у нас будет решена. В этом году закуплено более 2000 контейнеров для раздельного сбора мусора. Работа проводится в рамках программы по улучшению экологического состояния региона. Передвижные пластиковые урны очень удобны как для населения, так и для вывоза. В прошлом году закупили 2289 контейнеров для раздельного накопления отходов. 5 цветов. Эти контейнеры сейчас раздаются по администрациям. Практически все раздали. Осталось сейчас по Минобразованию передать, для того, чтобы в школах поставить. Ну, в общем, контейнеры будут поставлены и в местах отдыха людей, в многоквартирных домах, везде. Ну, дальнейшая работа будет вестись, конечно, по экологическому просвещению населения. А что касается извечного вопроса наших жителей, будут ли собираться все эти отходы в один контейнер, то у нас есть договоренность с региональным оператором, что будет составлен график, и вывозиться отходы будут так, как они раздельно собираются. Большая работа ведется в рамках национального проекта «Экология» и регионального подпроекта «Сохранение лесов». Всего в рамках этих программ в нашем регионе в 2020 году уже восстановлено более 30 гектаров лесов. Около 30 тысяч саженцев высажены в разных районах Ингушетии. И с каждым годом цифра восстановленного леса только растет. Ежегодно минимум 15 гектаров мы восстанавливаем леса в рамках федерального проекта сохранения лесов. Что касается закупки техники, лесопожарной техники, лесопатрульной техники, более 50 единиц техники мы уже закупили с 2018 года, и закупка техники продолжается. Это позволило нашим инспекторам, лесным инспекторам, лесным пожарным нашим получить всю необходимую инфраструктуру для того, чтобы осуществлять свою деятельность, свою работу.
Чистая вода и благоустройство в рамках федерального проекта сохранения уникальных водных объектов и нацпроекта «Экология» проведена большая работа по восстановлению и экологической реабилитации пруда в Назране, Карабулаке и в городе Сунжа. На этих территориях привели в порядок и прилегающую территорию. Сейчас работаем над тем, чтобы эту работу провести в Малгобеке. В принципе, все пруды планируем восстановить. И дальше уже администрация с инвесторами будут создавать из них красивые места, где будут отдыхать люди. Ингушетия несколько лет подряд занимает лидирующее место в программе «Чистая вода», очистка берегов водных объектов, экологические субботники и не только. Работа в этом направлении не может и не должна стоять на месте. Лина Цычоева, Рамзан Зурабов, Новости 24.